Зверь или человек? Мы продолжили путь к дому Анастасии. Одежду свою она так и оставила в дупле дерева. Калоши тоже туда положила. Осталась в легком, коротком платьице. Сама она взяла мою сумку, предложив помочь нести ее. Босая, необыкновенно легкой и грациозной походкой она шла впереди меня, легко помахивая сумкой. Мы все время разговаривали. Говорить с ней было очень интересно на любые темы. Может быть, потому интересно, что у нее какие-то странные свои обо всем суждения. Иногда Анастасия перекруживалась во время ходьбы, поворачивалась ко мне лицом, разговаривала, смеялась и так шла некоторое время задом наперед, увлекаясь разговором и не глядя под ноги. Непонятно, почему она ни разу не споткнулась, не уколола босую ногу о сучок сухой ветки. Никакой видимой тропы на нашем пути не было, но и не было обычных таежных препятствий. На ходу она иногда трогала или быстро поглаживала то листочек, то веточку кустика, наклонившись, не глядя, срывала какую-нибудь травинку и съедала ее. «Прямо как зверек», — подумал я. Когда попадались ягоды, Анастасия протягивала их мне, и я тоже ел их на ходу. Мускулатурой какой-то особенно ее тело не отличалось. Вообще Анастасия среднего телосложения, не худая и не толстая, упитанная, упругая, очень красивое тело, но сила в нем, по-моему, довольно приличная, и реакция очень неплохая. Когда я споткнулся и начал падать, выставив вперед руки, Анастасия молниеносно повернулась, быстро подставила свою свободную от сумки руку, и я упал грудью на ее ладонь с растопыренными пальцами. Упал, не коснувшись своими руками земли. Она удержала мое тело ладонью одной руки, выровняла его. При этом она продолжала что-то говорить, даже нисколько не напрягалась. Когда я выпрямился с помощью ее руки, мы продолжили путь, словно ничего не случилось, и я подумал почему-то про газовый пистолет, который находился в моей сумке. За разговорами как-то незаметно мы проделали уже немалый путь. Вдруг Анастасия остановилась, поставила под дерево мою сумку и радостно сообщила: «Вот мы и дома!» Я огляделся. Небольшая аккуратная поляна, цветы среди величественных кедровых деревьев, но абсолютно никаких построек, даже шалаша не увидел, вообще ничего, даже примитивного временного ночлега не увидел. А она радуется, словно к жилищу комфортному мы подошли. А дом где? Как спать? Есть, от дождя укрываться. Это и есть мой дом, Владимир. Здесь все имеется. Смутное чувство тревоги стало овладевать мной. Где это все? Дай чайник, чтобы хоть воды вскипятить на костре. Топор. Чайника и топора нет у меня, Владимир. Костер хорошо бы не разводить. Да ты что говоришь? Чайника даже у нее нет.
У меня вода в бутылке закончилась. Ты же видела, когда я ел, я и бутылку выбросил. Теперь только коньяка 2 глотка осталось. До реки или деревни день ходьбы, а я и так устал. Пить хочу. Ты где воду берешь? Из чего пьешь?» Увидев мое волнение, Анастасия забеспокоилась, быстро взяла меня за руку и увлекла через полянку в лес, по пути приговаривая: «Только не беспокойся, Владимир, пожалуйста, не расстраивайся, я все сделаю. Ты отдохнешь, выспишься, я все сделаю, тебе не будет холодно. Ты хочешь пить? Я сейчас напою тебя». Всего в 10-15 метрах от поляны, за кустами, перед нами оказалось небольшое таежное озеро. Анастасия быстро зачерпнула своими ладошками пригоршню воды и поднесла к моему лицу. «Вот вода, попей, пожалуйста». «Да ты что, обалдела? Как можно пить сырую воду из какой-то лесной лужи? Ты же видела, я боржоми пил на теплоходе. Мы воду речную даже для мытья через фильтр специальный пропускаем, хлорируем, озонируем. Это не лужа, Владимир, здесь чистая, живая вода, хорошая, не убитая наполовину, как у вас. Эту воду можно пить. Она как молоко от мамы. Смотри». Анастасия поднесла ладони к своему лицу и выпила из них воду. У меня вырвалось: «Анастасия, ты зверь?» «Почему же зверь? Потому что постель моя не такая, как у тебя, машин нет, приспособлений всяких, потому что живешь, как зверь в лесу, ничего не имеешь, и, похоже, тебе это нравится». «Да, мне нравится здесь жить». «Вот видишь, сама и подтвердила. Ты считаешь, Владимир, характерным отличием человека от всего живущего на земле является наличие у него искусственно созданных предметов?» «Да, а еще точнее сказать, цивилизованного быта. Ты считаешь свой быт более цивилизованным?» «Да, конечно же, ты так считаешь. Но я не зверь, Владимир. Я человек». Кто они? В дальнейшем, проведя с Анастасией 3 дня, наблюдая, как живет одна в глухой сибирской тайге эта странная молодая женщина, я стал кое-что понимать в ее образе жизни, и возникли некоторые вопросы относительно нашей. Один из них неотступно стоит передо мной и сейчас: достаточно ли наша система образования и воспитания для того, чтобы осмыслить суть бытия, правильно расставить приоритеты своей жизни каждому человеку? Помогает или мешает она в осмысливании сути и предназначения человека? Мы создали огромную систему образования. На основе этой системы учим наших детей и друг друга в детском саду, школе, вузе, аспирантуре. Эта система позволяет нам изобретать, летать в космос. Следуя ей, мы, соответственно, строим и свой быт. С помощью нее мы и стремимся построить свое счастье. Мы стремимся познать космос, атом, разные аномальные явления. Любим очень много о них рассуждать
и описывать в сенсационных статьях в прессе, научных изданиях, и лишь одно явление почему-то старательно обходим стороной. Очень старательно обходим. Создается впечатление, что мы о нем боимся говорить. Боимся потому, что оно с легкостью ломает наши общепринятые системы образования, наши научные выводы, смеется над реалиями нашего бытия. И мы стремимся сделать вид, что этого явления нет, но оно существует и будет существовать, сколько бы мы от него не отворачивались, не обходили стороной. Не пора ли присмотреться к нему внимательнее и, может быть, совместными усилиями умов человеческих ответить на этот вопрос? Почему все, без исключения, великие мыслители, люди, создавшие религиозные учения, разные учения, которым следует или, по крайней мере, стремится следовать наибольшее счастье человечества, перед созданием своих учений становились отшельниками, уединялись и в большинстве случаев в лесу. Заметьте, не в какой-то суперакадемии, а именно в лесу. Почему надолго уходили ветхозаветный Моисей в горный лес, а потом вернулся оттуда, явив миру мудрость, изложенную на каменных скрижалях? Почему Иисус Христос уединялся даже от своих учеников в пустыне, в горах, в лесу? Почему живший в Индии в середине VI века до нашей эры человек по имени Сиддхартха Гаутама уединился на 7 лет в лесу? Потом вышел из леса отшельник Сиддхартха Гаутама к людям уже с учением, которое и по сей день, спустя тысячелетия, будоражит множество умов человеческих, и строят люди большие храмы и называют это учение буддизм, а человека этого назвали впоследствии Буддой. Почему и наши не слишком древние предки, являющиеся теперь историческими личностями, такие, например, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, тоже уходили в лес отшельниками и через небольшой отрезок времени постигали мудрость такой глубины, что за советом к ним ехали по бездорожью цари мирские. На месте их отшельничества воздвигались монастыри и величественные храмы. Так, например, Троица Сергиева Лавра в городе Сергиев-Посад Московской области и сегодня влечет толпы людей, а началось все лишь с одного лесного отшельника. Почему? Что или кто помогал этим людям постичь мудрость, дал знания, приблизил их к пониманию сути бытия? Как жили, что делали, о чем думали они, уединившись в лесу? Эти вопросы стали возникать передо мной спустя некоторое время после общения с Анастасией, когда я стал считать все, что попадалось, что смог найти про отшельников, но ответа не нашел до сих пор. Почему-то нигде не написано, что с ними там происходило. Ответа, думаю, нужно искать совместными усилиями. Стараюсь описать события
трехдневного пребывания в сибирском таежном лесу и свои ощущения от общения с Анастасией в надежде, что кто-то сможет постичь суть этого явления, разобраться и с нашим образом жизни. Пока из всего увиденного и услышанного мной бесспорно лишь одно – люди, живущие отшельниками в лесу, в том числе и Анастасия, видят происходящее в нашей жизни под иным, отличным от нашего углом зрения. Некоторые понятия Анастасии на 180 градусов отличаются от общепринятых. Кто ближе к истине? Кому судить об этом? Моя задача лишь изложить увиденное и услышанное, дать тем самым возможность ответить другим. Анастасия живет в лесу совершенно одна, у нее нет жилища, она почти не носит одежды и не делает никаких запасов продуктов. Она потомок тех людей, которые жили здесь тысячелетиями и являлись представителями словно иной цивилизации. Она и ей подобные сохранились до наших дней с помощью, на мой взгляд, мудрейшего решения, возможно, единственно верного решения. Они растворяются среди нас, внешне стараясь ничем не отличаться от обычных людей, а в местах своего постоянного жительства они сливаются с природой. Найти место их постоянного обитания трудно. Присутствие человека в таком месте можно определить лишь тем, что оно как бы более обихожено, более красиво, как, например, таежная полянка Анастасии. Анастасия здесь родилась и является неотъемлемой частью природы. В отличие от известных нам великих отшельников, она не уединилась лишь на время в лесу, как они. Она в тайге родилась и лишь на время посещает наш мир. И на первый взгляд мистическому явлению, когда вдруг нахлынул на меня сильный страх, и я потерял сознание при попытке овладеть Анастасией, нашлось совершенно простое объяснение. Человек приручает кошку, собаку, слона, тигра, орла. Здесь же приручено все вокруг, и это все не может позволить, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Анастасия рассказывала, что когда она родилась, и ей не было еще и года, мать могла оставить ее одну на траве. «И ты не умирала от голода?» – спрашивал я. Таежная отшельница сначала удивленно посмотрела на меня, но потом ответила: проблемы питания не должны существовать для человека. Питаться нужно, как дышать, не обращая на питание внимания, не отвлекая мысль свою от главного. Создатель на других проблему эту возложил, чтоб человек мог жить как человек, свое предназначение выполняя. Она щелкнула пальцами, и рядом оказалась белочка, которая прыгнула ей на руку. Анастасия поднесла мордочку зверька к рту, и белочка передала ей из своего рта зерно кедрового ореха. Зернышко было очищено от скорлупы. Это не показалось мне фантастичным. Вспомнилось,
как в Новосибирском академгородке много белок, привыкших к людям, выпрашивают у гуляющих корм и даже злятся, когда их не угощают. Здесь я просто наблюдал обратный процесс, но это здесь, в тайге, и я сказал, в нормальном нашем мире по-другому все устроено. Ты, Анастасия, попробуй у коммерческого киоска своими пальцами пощелкать. Даже в барабан можешь бить, ничего тебе не дадут. А ты говоришь, Создатель все решил. Кто же виноват, что человек творение Создателя решил менять на лучшее или худшее? Попробуй сам понять. Вот такой диалог о проблеме питания с ней состоялся. Ее позиция проста. Греховна мысль на пустяки, такие как питание, расходовать, и она не думает о нем. А нам в цивилизованном мире получается, надо думать. Мы знаем многочисленные примеры из литературы, прессы, телевизионных передач, когда младенцев, которые попадали случайно во власть дикой природы, выкармливали волки. Здесь же поколения людей живут постоянно, и их отношения с животным миром иные, чем у нас. Я спрашивал у Анастасии, почему тебе не холодно, в то время как я в куртке? Потому, отвечала она, что организм людей, которые кутаются в одежды, прячутся от холода и жары в укрытие, все больше и больше теряет способность адаптироваться к изменениям окружающей среды. У меня это свойство человеческого организма не потеряно, потому и одежда мне особенно не нужна.